Приветствую, дорогие подписчики, гости канала. Вы на канале Таро Дома. Меня зовут Александра, и у меня для вас прогноз на 28 апреля. Это у нас будет пятница. Смотрим все знаки зодиака по очереди. Начиная от Овнов, да, как обычно, и заканчиваем рыбками. У меня будет по 6 знаков в каждом видео. Начинаю с Овнов. Так, Овны. 28 апреля, пятница. События дня. Шарики, хорошие новости у вас могут быть в пятницу. Бокал, застолье, ужин. Исполнение желания, цветочек. Корона – это представитель закона власти, то есть человек какой-то очень влиятельный, уважаемый. Может быть, как-то этот человек будет связан с желанием. События, которые рядышком, обычно указывают на одно. Может открыться какая-то тайна. Слезы. И проверяем с вами горизонтали, вертикали. Смотрим, что здесь. Горизонтали ничего. Так, а вертикали... Вертикали тоже я не вижу ничего. Так, значит, получается, у вас в этот день будут хорошие новости. Может быть застолье, общение с влиятельным человеком, исполнение желания, слезы и открытие какого-то секрета, тайны. Но слезы, кстати, могут быть и радости, поэтому тут вот, ну, например, это исполнение желания или это хорошие новости. Так что из минусов, да, вот только тайна под вопросом. Может тут какой-то будет... Какая-то информация негативная, но опять же это не точно. Может быть какая-то позитивная. Так что, Овны, вот такой у вас денек будет в пятницу. Благодарю за внимание. Переходим к Тельцам. Тельцы. 28 апреля. Пятница. События для тельцов. Покажите мне. У вас прибыль будет. Поступления финансовые. Деловая встреча. Якорь. Якорь показывает, что, возможно, на этой встрече вы проведете много времени. Да, то есть будет такая остановка надолго. Дорога. Или якорь — это еще прибытие.
Хорошие новости. Так, здесь нет. Проверяем периметр. Не вижу я по периметру совпадений. Так, что получается? Получается прибыль плюс деловая встреча плюс хорошие новости плюсик, поездка плюсик, ну и остановка. То есть это такое нейтральное событие, его нельзя ни плюсом, ни минусом назвать. Так что в целом можно считать у вас такой день очень даже позитивный. Благодарю за внимание, тельцы. Перехожу дальше к близнецам. Так, сейчас я отвлекусь. Смотрим дальше. Близнецы. 28 апреля. События дня для близнецов. Покажите мне, пятница. Успех, первое событие. Получение новости, получение, может быть, еще посылки, какого-то документа. Выбор. Цыпленок, дети. Хорошее настроение. Нерешенный вопрос. Так, проверяем горизонтали, вертикали. Бабочка, деловой разговор. То есть в разговоре вы можете получить что-то. И ожидание есть еще. Да, то есть, смотрите, нерешенный вопрос не решается. Придется подождать его решения. Потому что ножницы не выпали. Да, вот одна половинка, вторая половинка. Их соединить нельзя. Но решение уже очень близко. Видите, тут буквально вот если бы они поменялись местами, да, то есть уже было бы еще ближе. Тут 2 шага осталось до решения вопроса. Смотрим, значит, в этот день вас ждет успех. Успех больше связан, да, вот с социальной жизнью. Дальше у вас будет деловой разговор, в котором вы что-то получите. Вы будете стоять перед сложным выбором, да, то есть будет много колебаний, сомнений, да, вот какой же из вариантов выбрать. Тема детей, цыплята показывает, либо еще если у вас вообще нет в окружении детей, да, вот вообще, то это может быть еще что-то новое, новенькое. Например, какая-то новая покупка, да, то есть вы стоите перед выбором, как вариант. Дальше хорошее настроение, нерешенный вопрос и ожидание. Да, то есть вот это у вас, конечно, минус. Ну вот, надо быть готовым к тому, что в пятницу что-то решить не получится, несмотря даже на то, что есть успех. Благодарю за внимание, близнецы. Перехожу к ракам.
Так, смотрим. Раки. 28 апреля. Покажите мне события для раков на пятницу. Шарики. Хорошие новости. Успех. Дорога. Какая-то удачная, успешная дорога будет, поездка у вас в пятницу. Так, проверяем горизонтали, вертикали. Горизонтали не вижу. Есть еще новость по вертикали. Здесь нет. Значит, у вас получается, придут хорошие новости, будет успех, будет поездка. И еще может быть новость в электронном виде. То есть это имеется в виду смс-ка, письмо на почту. Поэтому вот внимательно проверяйте. Может быть какая-то важная информация. Но похоже, она будет хорошей. То есть вот это, скорее всего, показало, что будет новость, а шарики показали, что она будет позитивная. Так что вот такая у вас информация на пятницу. Очень хороший день. Благодарю за внимание. Перехожу ко львам. Львы. Смотрим. 28 апреля, пятница. События для львов. Флаг победа вас ждет в пятницу. Удача. Удача, везение. Возможно, вот удача, везение сыграет не последнюю роль в выигрыше. Ключик. Тоже прекрасно. Ключ — это когда все в наших руках, то есть когда у нас перед нами открываются двери. Особенно вот если были какие-то закрытые, в этот день вы легко можете все получить. Или еще может быть ключ иногда показывает на какой-то очень важный день, ключевой, да, например, День Победы, день достижения результата, который вы можете там надолго запомнить. Так тоже иногда он проигрывается. Казенный дом. Похоже, это вот будет где-то в каком-то госучреждении. Например, там суд, может быть, какие-то экзамены. Ну и, похоже, вас ждет победа. Так, еще есть цыплята. Цыплята у нас указывают на детей.
Угу. Горизонталь, вертикали нет совпадений. Значит, смотрите, получается, в этот день у вас 5 событий. Первая победа, второе удача, везение, ключ, важный день, ну или открытые двери, да, то есть госучреждение. Ну, похоже, что это будет все в госучреждении, да, то есть в госучреждении у вас будут открытые двери, да, будет победа как бы благодаря удаче. И еще у вас может быть вечером общение с детками, цыплята, да, то есть это могут быть ваши дети, могут быть крестники, племянники, ученики, могут, ну, любые дети из вашего окружения могут быть. Так что вот такой у вас замечательный день будет в пятницу. Ждите какую-то победу. Благодарю за внимание. Перехожу дальше к девам. Сейчас будем смотреть, что у дев. Девы, 28-я, пятница, события дня. Слезы. Ну, пока не расстраивайтесь. Сейчас посмотрим. Может быть, это еще будут слезы радости. В казенном доме могут быть слезы. Ну, казенный дом — это госучреждение. Пустые разговоры. Ссора, видите? То есть очень похоже на то, что... Да, вот как 4 события могут проиграться. Идете в какое-то госучреждение в этот день, да, то есть все начинается с разговора, заканчивается ссорой, да, и вашими переживаниями. Замочек. Ну, тут либо откроется какая-то информация, может быть, которая вам не понравится, да, в этом госучреждении, либо замок, что-то будет закрыто, да, то есть вы планировали решить какой-то вопрос, а замок показывает, ну, не получается, да, то есть как ни крути, закрыта эта тема для тебя. Угу. И видите, выпадает еще и корона. А корона — это как раз представитель закона, власти, то есть это какой-то человек в этом госучреждении, наделенный властью решать ваши вопросы. Здесь такое ощущение, что вообще вот одну историю показали. Так. Горизонтали нет, вертикали смотрим. Нет, нет. Нет, нет. Нет, нет. Не вижу периметр. Значит, я называю вам отдельно, я не буду объединять. Возможно, у вас проиграется как-то по-своему. Что показывает на этот день? Показывает слезы, показывает пустой разговор, небольшую ссору, посещение госучреждения, открытие тайной информации, либо что-то закрыто. Замок — это еще когда закрыто что-то. Например, закрыто госучреждение. И общение с представителями закона власти. Ну, вот такие события у вас, девы, на пятницу. Благодарю за внимание. Дальше перехожу я к весам. Знаки от весов и до рыбок у меня будут во второй части видео. Ссылочку на вторую часть я для вас оставила внизу под видео в описании. Прокручивайте вниз, находите, нажимаете, там есть тайм-коды. По тайм-коду можете найти свой знак и, пожалуйста, смотрите. Жду вас во второй части.